Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в стенах нашего краеведческого музея. Меня зовут Роман Евгеньевич Головин. Я работаю научным сотрудником сектора археологии исторического отдела нашего краеведческого музея. И сегодня мы с вами поговорим об выставке, которая называется «Мордовский воин в археологических памятниках XIII-XVI веков». Ну, сначала мы скажем, что это было за время. Это хронологическая эпоха, эти 3 столетия для территории Мордовского края и для мордовского народа, в частности, стали временем суровых испытаний. Политическая борьба, разворачивающаяся на границах расселения Мордвы того времени, зачастую переходила в борьбу военную. Конечно же, это, во-первых, следует вспомнить экспансию русских удельных княжеств на западных рубежах расселения Мордвы, а также начавшуюся в середине 30-х годов XIII века завоевание с востока. Я, конечно, говорю о монгольском нашествии на Русь и золотоордынском владычестве, которое было, по сути, прекращено только в середине XVI века с падением Казанского ханства в битвах, с которым принимали участие наравне с русскими и мордовские воины. И, по сути, уже с середины XVI века оставшаяся часть мордовских земель вошла в состав Московского государства. И, естественно, в это время нам необходимо коснуться темы воинов и воинства. В разные хронологические периоды воинские погребения сопровождались различными обрядами и различным инвентарем. Но чаще всего воинские погребения характеризуют несколько видов вооружения, защитного снаряжения, а также элементы убора верхового коня. Так, главным элементом вооружения Мордвы в это время являлся топор. Именно топор был самым многочисленным оружием, обнаруженным в археологических памятниках, так как зачастую подходило и для промысловых работ, и для ведения боя. В мужских погребениях встречаются как рабочие, так и непосредственно боевые топоры. Другим важным оружием было копье. Наконечники копий, пик, рогатин и с улиц метательных копий часто встречаются в погребениях мордовских воинов. Более редким и дорогим в то время было клинковое оружие – мечи и сабли. На нашей выставке представлены 2 сабли из мордовских погребений и довольно характерная восточная золотоордынская сабля. Нередки находки и фрагментов лезвий ножей. Для их заточки и так называемого доведения использовали оселки. Главным стрелковым оружием оставался лук. Многочисленные наконечники стрел и колчанные крючки обнаружены в археологических памятниках Мордвы. Что касается наконечников, для различных целей существовали разные наконечники стрел – для охоты и для ведения боя. Так как основным видом защитного снаряжения была кольчуга, чтобы пробить такую защиту, необходимы были бронебойные наконечники стрел. На выставке представлены наконечники стрел различных типов, в том числе и очень интересные и характерные монгольские наконечники. В погребениях мордовских воинов встречаются кресалы и кремни для разведения огня. Сведения о защитном снаряжении, бытовавшем у Мордвы, как мы уже говорили, тоже имеются. Весьма редки находки кольчужец, фрагментов воинского защитного снаряжения кольчуги. Изготовление ее было сложным технически и весьма дорогим, поэтому в воинских погребениях Мордвы встречаются лишь фрагменты кольчуги. Характерными чертами мордовского воина являются и находки конского верхового снаряжения. Среди них известны удила, стремена и так далее. Именно детали конской сбруи помогают воссоздать общий вид мордовского конного воинства. Среди украшений, которые носил мужчина-воин, чаще всего встречаются витые и широкосерединные перстни, серьги и височные кольца. Традиционные для Мордвы застежки сюлгамы также встречаются в воинских погребениях. Причем мужские сюлгамы этого периода по форме и размерам практически не отличались от женских. Одним из главных мужских украшений был поясной набор. Именно на пояс подвешивались нож, кресало и другое вооружение. В это время бытовали поясные наборы из железа, меди и бронзы. Археологические материалы выставки хорошо иллюстрируют изображения воинов. Так, на выставке представлены реконструкции мордовских воинов, выполненные известным художником и реконструктором военного дела Михаилом Викторовичем Гореликом. И также картина мордовского художника Александра Ивановича Коровина. Отдельного внимания заслуживает миниатюра из лицевого летописного свода XVI века, иллюстрирующая совместную борьбу русских и мордовских воинов против татар в 1444 году.